Zapmış espri. Повторно расследование до 5. Он уже может приговорить еще 7. Второго раза можно. Что скажете, сможет? Он вернулся. А вот. На месте стоим. Никто не двигал. Похлопали! Похлопали! Похлопали тебе! Ура! Абаза шашайсың, суроолорду бере берсек болот анда. Açıp etsem de olur. Жогорку соттун токтомун сиз кандай баалайсыз? Бул саясий чечимби? Men aytып берген азырдагы айткам, мага каршы коюлган бүт жанагы тигиндей кылмыш, мындай кылмыш деп жазып атканы, айтып атканы баары болбогон нерсе да. Бул мага каршы козголгон кылмыш иштердин эле баары да тигилген кылмыштар. Жок жерден ойлонуп тигилген. Алмаз Шашенович, как ваше здоровье? Надо срочно лечиться, честно говоря. Надо срочно улетать на лечение, пролечиться. Но я, как всегда, вернусь. I'll be back. Вот был вопрос, как вы относитесь к решению Верховного суда. Я всегда говорил, и сейчас вам хочу сказать, что все уголовные дела против меня, они придуманы, сшиты белыми нитками. И это все равно покажет время. Я надеюсь, что вот какая-то волна началась справедливости. Это вот была, знаете, комиссия по Дачасу, теперь решение по БТК. Это все сшито белыми нитками. Вы знаете, по чьей этой команде. Анысына рахматчылар. Денсаулық içinde 3,5 жылда жайланды да. Өзгөчө мына өткөн жылы 47-ші колониядан билесиңер. Карда Русимайка менен сүйрөп доо кеткен да ошондо. Эчтеке билбейсиз, эчтеке болгон жок деп коюп. Эми түрмө денсаулык бербейт экен да, ачык. Где лечиться будете? Ну, я вам скажу так, что есть приглашение от... Я сейчас, наверное, об этом могу сказать. Я знаю, что очень была большая поддержка. Может, и вы знаете, от Социнтерна. Это организация, которая объединяет, по-моему, чуть ли не 180 или больше даже социал-демократических партий. И личное приглашение было от премьер-министра Испании, он президент Социнтерна. Я знаю, что он сам подключался к этому вопросу, его правительство. Я очень благодарен
очень большую работу провел генеральный секретарь, вот, который сейчас ушел уже, Луис Аяла. Он ко мне в тюрьму приезжал, в тюрьму даже. Я, конечно, благодарен. И я думаю, что, ну, я просто обязан тогда пролечиться в Испании. Я хочу заранее сказать, что я очень благодарен премьер-министру Испании, правительству и, конечно же, социнтерну. В первую очередь социнтерну и моим сторонникам здесь, социал-демократам, особенно молодым, вы знаете, очень постарался. Темирлан Султанбеков с моим сыном Кадырбеком и все остальные очень помогали. Большая благодарность моим юристам, они всегда знали, что я ни в чем не виновен и до конца отстаивают мои права. Потому что много желающих, чтобы я не выходил из тюрьмы. Вы знаете, решение Верховного суда вчера было, 5 часов принято. И вот эти 24 часа, это уже дополнительные сутки. Да? Ну, для кого-то это не время, но в тюрьме она тянется. А может, да, чем планируете заниматься вот, после лечения? Ну, время покажет, время покажет. А сиздин башка кылмыш иштериңиз эмне болот азыр? Эми көп кылмыштар бар да. Мындай да, алардын деле баары эртели кеч жокко чыгарылат, мен ишенем да. Эртели кеч, даже бир оюндар кетип чыкпай калса, баары эртели кеч, мезгил, тарых өзү чыгарат. Мунун баары калп балам, ишенип коймо. А когда вы поедете на Мен эч лечение? качан жооп бергенден коркпойм. А как Мени отреагировал? соктогондор эртели кеч өздөрү соктогон. Алмашин, как вы думаете, как отреагировал на ваше вот сегодняшнее освобождение Сооронбай Шарипович Ну, Жээнбеков? надо вам у него спросить. Ну, вы же все-таки на каждый суд высказывались в его сторону о том, что он вас... Как? Вы же каждый суд говорили о том, что он вас бросил, Ну, как бросил? кинул, как бы, грубо говоря, да? А как вы сейчас простили его? Ну, я вам так скажу, что я не собираюсь за ним гоняться или что-то делать. Бог его сам накажет, уже наказывает. Есть у киргизов такие слова, куда он, да, куда там, это уже. А когда вы собираетесь уезжать, Алмаз Шаршенович? Ну, вы знаете, сейчас я это узнаю дома. Ну, честно говоря, мне чем раньше, тем лучше, потому что, ну, видимо, мне нужны будет одна, может, больше операций. Там же не только спина. 3,5 года в тюрьме все-таки тяжеловато мне дали, тем более больше года я был в одиночке, там и дверь не закрывали, там такая решетка, за решеткой посадили ребят, на тебя смотрят, это что такое было? Помните, шоу было как-то, называлось? За стеклом, да, вот такое, без стекла причем. Алмаз Шаршенович, можно уточнить, а не было ли какого-то давления со стороны тюремного контингента здесь, исправительных? Вы знаете, что в 47-й, что в СИЗО, что здесь. В СИЗО, правда, я был в одиночке всегда. Но я везде встречал уважительное отношение к себе от заключенных. Везде абсолютно уважительное отношение, за это я благодарен. От сотрудников тоже. Единственное, вот в 47-й была ситуация, когда, видимо, чей-то приказ был, приехали сотрудники КСИН и вытащили меня, ну, практически раздетого под снег и повредили позвоночник. Азыркы жогорку соттун чечимин бийлик менен макулдашылган токтомдун катары баалагандар да бар. Азыр бийлик менен сүйлөшүү болдубу? Эми мындай да, бул биздин бийлик. Мен керек болсо мүмкүн эртең да сүйлөшөм, башка күнү да сүйлөшөм. Бирок мен ар бир бийликке айтып атам, менин күнөөм жок деп. Мен бир талабым дайыма бар, менин күнөөм жок. Менин күнөөм жок. Мына силерге да айтам, Кудай алдында. Могу бүт бар, мен болгону бир күнөөм ишенчек болчукам да это. Садыр Жапаров менен Не только байланыштырып Сокеге, кандай? башкаларга да окшогон адамдарга көп ишенгенмин да. А сейчас какой-то... Вы знаете, время покажет, сейчас мне надо, ну, срочно поправить здоровье. А сейчас какое-то прощание, может, были с сокамерниками? Вы знаете, я 24 тут прошло тоже уже. жил, как говорится, в одиночке, но приходили, пытались, кто смог пробиться. Ну, относятся везде хорошо, потому что, я не знаю, ну и простые люди, я думаю, многие, вот мне что помогало эти годы в тюрьме, я знаю, что
простые люди очень помогают. Я знаю, что помогали и помогают моей семье и морально, и материально. Был период, когда вообще моя хозяйка, ну, была вообще в большой нужде. И простые люди могли просто встретиться, дать там 500 тысяч сомов. И это не забывается. Я очень благодарен простым кыргызстанцам, потому что простые кыргызстанцы, вот им можно верить. Они, в отличие от некоторых политиков, никогда не предадут, не продадут, но могут обмануться, во что-то поверить. Поэтому еще раз громадное спасибо. Я благодарен и нашим журналистам. Я знаю, что в целом объективно освещалось, в том числе и со стороны тех СМИ, на которые я подавал в суд. Вы знаете, я из-за этого дачасу подавал в суд на некоторые СМИ. И несмотря на это, возможно, какие-то обиды были, но я благодарен журналистам, редакциям. Это отдельное спасибо. Я считаю, конечно же, свобода прессы должна быть. И когда я подавал в суд, я считаю, я сделал одну большую ошибку. Это то, что я не учел, что я президент. Президентам нельзя подавать в суд, потому что наши суды, я убедился, они вынесут решение в пользу сильного. И, ну, слава богу, вы знаете, целая комиссия была, я вот в тюрьме сидел, я знаю, что ни при чем я во всех этих небылицах, которых меня обвиняют. Вам всем громадное А спасибо. вот вы упомянули Я специально СМИ. остановился, потому что мне сказали, что вы уже давно стоите, ждете, мерзнете. И через вас вам хочу передать всем большое спасибо, нашим кыргызстанцам, простым людям. Я очень благодарен, потому что вот приезжала моя хозяйка, вы знаете, на автобусе. Сюда маршрутка ходит, 47-ю на автобусе. И часто привозила, говорит, мне деньги не взяли за эту, там, за фрукты. Это было, очень помогает, когда просто люди. Спасибо громадное. Я очень благодарен вам. Не обижайтесь, меня заждались, что ли, дома. С возвращением! Потому что я не знал, до сих пор выпустят, нет. Спасибо. Спасибо большое. Рахмат.